Вершины гор и зелень нив, при свете дня и ночью лунной, могучий терека порыв и буйная бег бурунный. Тобой душа вдохновлена, люблю всего сильней на свете я. Тебя святая сторона, моя родная Ингушетия. Любая родина начинается с малого, со двора, где каждый сосед как самый родной человек, с родной улицы, где знаком каждый уголок. И так из мелочей растет чувство любви к родине. Ахмед Хамхоев родился и вырос в Новом Риданте. Он помнит каждый кирпичик, каждый дом, где зарождалась новая жизнь. Помнит, как появился новый населенный пункт молодой республики. Ахмед Арцхоевич Льянов, ветеран Великой Отечественной войны, которому была вручена медаль за оборону Сталинграда, стоял у истоков зарождения нового селения. Здесь пустынь, комар и пыль был только. И на этом пыле государство Ахмед Арцхоевич Льянов помогал. Безвозвратные суды, цемент бесплатный, гравер бесплатный, все бесплатно. И действительно нас заставили, которые нуждались все он дал, Ахмед Арцхоевич. По словам дедушки Ахмеда, веру в это дело вселили в Ахмеда Льянова религиозные деятели села, стоявшие бок о бок с ним на протяжении долгого времени. Эти люди способствовали не только появлению населенного пункта, но и внесли сюда атмосферу доброжелательности и сплоченности. Жители селения до сих пор живут по заветам первых поселенцев. В селе Новгород были жители такие, которые знают все республики. Это Даскиев Умар Мулла, Барахоев Осман Мулла, Лянов Мутрий Мулла, Дакастроев Гаду Мулла, Дарсигов Хусейн Мулла. Это были такие люди, которые знали вся республика и знали даже за пределы республики. Они были действительно счастливые люди были. И мы счастливые, потому что мы с ними жили. Недолго, но жили мы с ними и советовались. И для нас, и для всего народа был закон то, что они сказали. Они плохого ничего никогда не говорили. Только добро, только друг другу уважать, старшего уважать, младшему смотреть. Все это было нормально у нас. Тогда здесь был открыт откормочный совхоз Алханчурский, откуда и пошло название селения на ингушском языке Карамсовхоз. И возглавлял его Ахмед Арцхоевич Льянов. Было небольшое отделение совхоза «Осетия». Но под руководством Льянова Ахмеда Арцхоевича было построено вот это село, и на этом месте был организован большой совхоз, который назывался Алханчурский, откормочный совхоз Алханчурский. И этот совхоз, точно так же, как сейчас наше село Новый Ридант, он разрастался с каждым днем. Люди возвращались, слышали об этом совхозе, стремились сюда попасть. И вот так на этом месте появилась новая точка, Новый Ридант. Наличие такого крупного сельскохозяйственного объекта давало возможность селянам устроиться на работу. Один из тех немногих старожил селения, отдавший годы и силы на общее дело в развитии совхоза, был и дедушка Ахмед. Я в 1947 году окончил Кокситанскую автошколу. Более 60 лет я за рулем работаю. И действительно, этот совхоз
Я работал 25 лет за рулем. Я старый шофер, но сейчас уже время ушло. Ни одного замечания за нами не было. И действительно, у нас руководство было хорошее, справедливый. Другой житель селения Беали Нагадиев переехал с Назрани туда, где проживали его предки, и долгое время вместе с другими жителями селения работал в совхозе. В 1971 году я жил в Назрани 12 лет, с 1959 по 1971 год. А в 1971 году я переселился в Новый Редант из-за того, что все мои родственники по отцу проживали здесь. 3 брата отцовских здесь жили, поэтому переселился. Ну, женился в 1967 году, и с тех пор, с 1971 года живу вот в этой деревне. Сначала купил вот этот дом, этот участок, после этого выстроил здесь дом. Сегодня здесь проживает более 5000 человек, большая часть из которых – дети. В связи с этим в селе строятся 2 детсада, под возведение которых уже вырыты котлованы. Также в селе функционируют 2 школы. Совсем недавно на месте старой школы построена новая. Ильянову Ахмеду Ацхоевичу удалось открыть сначала 7-летнюю школу в одном из саманных домиков, которые были впервые построены. А потом уже в 1968 году была открыта средняя школа. Вот. И с тех пор, значит, село наше расцветает. Баянслу Бекбузарова более 45 лет работает учителем русского языка и литературы. Ей нравится жить в Новом Реданте. Наряду с новыми строительными объектами в последние годы в селе произошли ряд и других изменений. И это лишь начало приоритетных преобразований. В данное время сейчас мы планируем проложить дорогу по улице Мурадова протяженность 700 метров, по улице Барахоева асфальтировать протяженность тоже 700 метров, а также построить линию электропередачи Осмиева улица, Шоссейная улица. Уже буквально неделю назад закончилось строительство линии по улице Рабочей. На 2015 год он планирует построить в Новом Реданте это здание администрации, и на 2016 год планирует построить ФОК. Умар Мартазанов – коренной житель селения. Он уже более 6 лет возглавляет Новый Редант. Наверное, для каждого руководителя важно завоевать уважение и почет со стороны жителей. И с уверенностью можно сказать, Умар этого добился. Регулярно проводятся субботники по очистке территории села и прилегающих к селу территории. Он сам лично вывозит людей, которые приходят на субботники, с ними вместе работает. Очень энергичный молодой человек. И под его руководством заасфальтированы улицы села, вода везде, зелень. Это все благодаря его труду, его энергии. Бывший директор школы Куреш Цычоев с 1991 года занимается мебельным бизнесом. Он начал свое дело с ученического стола и стула, когда остро стал вопрос о нехватке школьной мебели. Сегодня у Куреша более 200 наименований продукции, от школьной мебели до медицинской. Продукция также поставляется за пределы республики. На данный момент основные поставки у нас по республике – это школы, новостройки, детские сады, новостройки, больницы, амбулатории, библиотеки и так далее. Также мы делаем поставки за пределы республики. На данный момент у нас на следующей неделе будет отгрузка, Ставропольский край будет отгрузка в Георгиевскую школу. Также мы делали отгрузку Степновский район, Курской район, другие районы Ставропольского края. В селе с 1986 года функционирует сельская амбулатория. Долгое время сотрудники медучреждения работали в старом ветхом помещении, в котором недавно прошел капитальный ремонт. Каждый кабинет оснащен новым оборудованием и мебелью. Производство Куреша Цычоева. Амбулатория наша 1986 года постройки. Здание было ветхое. В 2011 году в рамках программы модернизации здравоохранения нам был произведен ремонт капитальный, полностью обновлены кабинеты, здания, как вы видели. И помимо ремонта еще новое оборудование нам в данной программе. Условия работы намного улучшились, конечно.
Пройтись по чистой, озелененной улице в ясную погоду – немалое удовольствие. Вряд ли на карте республики мы найдем еще один населенный пункт, где столько асфальтированных дорог. В Новороданте 9-10 улиц асфальтированы. Это асфальтированные улицы, асфальтированы частными лицами, жителями улиц, а также по заданию главы республики, это честь религиозных деятелей. Улица Доскиева асфальтирована, имени Умара Доскиева асфальтирована по заданию главы республики, честь религиозных деятелей Умара Доскиева, который проживал в этом селе. Улица Горданова асфальтирована жителями этой улицы Дарсиговым Исраилом. Улица Мусы Лянова асфальтирована и названа в честь выполняющего интернациональный долг Афганистана и погибшего там, в Афганистане, и награжденного орденом Красного Знамени. Есть улица Албакчиева, в которой мы сейчас находимся. Это улица асфальтирована жителями этой улицы. Сельское поселение Новый Редант – это маленький уголок Ингушетии. Несмотря на это, оно имеет свою историю и неравнодушных сельчан, которые болеют душой за свое село и делают все возможное, чтобы населенный пункт процветал.